Утро 19 октября. Смотрите, сколько выпало снега. Снег мокрый, липкий. Тулан. Еще в будке. Ну и я. Сегодня очередной поход. Очередной выход в тайгу. На поиски глухарей. Сегодня целый день будем бродить. Несмотря на эту погоду, хочется. Оделся, конечно, сегодня тепло, но не знаю. Спотею, наверное, капец. По-другому никак. Снег тает, от снега прохладно тоже. Посмотрим. Вот. Очень долго ждал сегодняшнего дня. С вчерашнего вечера. Выспался уже еще 2 суток. Вчера целый день без охоты, считай. Ладно, давайте сходим, посмотрим. С собой возьму тулана. Без тулана, конечно же, не пойду. Но этот снег может даже и будет таять. Очень будет сыро. А так красиво. Все капает. Пипец. Ладно, ребят, давайте сходим. Приятного вам просмотра. Туланы, пойдем? Пойдем. Погуляем. Где-то, ребят, полкилометра, наверное, прошел. Разделся. Эту демисезонную куртку я просто оставил под елкой. Наверное, может, здесь обратно буду идти. Если нет, так скажу в другой раз. Там под елкой ничего с ним не случится. Я это место знаю на своих тропах там. Сейчас иду на просеку. И сегодня на обратном пути, наверное, фотоловушку возьму. Первую фотоловушку. Туда еще надо сходить. В общем, планы в море. Собака уже давно меня оставила. Куда-то он туда побежала. Эта тропинка, вы уже знаете про эту тропу звериную. Но я сегодня буду идти по просеке. Это тропа влево пойдет, а я направо пойду. На обратном пути на эту тропу мне все равно придется вернуться за фотоловушкой, как ни крути. Пока взлета ничего нету, тишина. И собака молчит. Хотя вчера он отдохнул, сегодня он будет искать, работать вдвойне. Ему тоже как бы лежать не очень хочется. Блядь. Думал, холодно будет. А так вот разделся. Спина вот как-то чувствует прохладу. Ну, не поймешь погоду, блин. Да и сам иду, потею. Потом резко перестану там. Ну, как сказать. Ну, становится прохладно. В общем, лучше надо идти равномерно. А равномерно не получается. Это хороший путь, то вообще приходится вот по таким болотам идти. Не одно такое болото сегодня еще перейду. И ручьи еще будут. Фу. Самое противное, конечно, этот участок. Жесть. Шлепаешь, блин, идешь. Вот по этой просеке буду ходить сегодня. Первоначально. Километров отсюда, наверное, километров 6 еще мне идти. Просека. Так, а я сейчас чуть-чуть стороной обойду. Здесь вообще хреновый участок, место очень тяжело идти.
полукругом, конечно, подольше придется идти, но там лучше. Здесь у меня кругом капканы. На этой просеке тоже еще до сих пор я и не убрал, там висят в коробках. На буранах здесь ездил. Что-то не понял. Дерево свалилось или что это было? Наверное, дерево. Я думал, глухарь там сел. Интересно, какой звук. Какая-то сушина на нас свалилась. Собака молчит. Ладно, надо идти. С остановками лает. Перестал. Не уверен. А вон он. Неуверенно лает. Нет, не птица. Когда снова дуран. Урка дуран. Опять белка, что ли? Так что не птица, что-то я не увидел. Наверное, белка или куница где-то сидит. Опять чувствует, на нее точно лает. Сейчас оптикой пробегусь на. Факт, что не глухарь. Привет, поднял глухаря. Ну, наверное, от меня он улетел, потому что собака чуть позже вернулась, где-то в стороне он был. По пути, конечно, улетел, я не знаю. Вот следов я не видел. Или, может, на дереве он сидел. Ну, огромный глухарь. По крыльям я слышал там. Но не сел никуда, он просто улетел. Вот такие дела. Если бы от собаки, может, куда-то и сел бы, но вот смотрите, в каком месте они. Разве их увидишь? Густая тайга, ельник. Ну, сосны там тоже. Вот их не рай тут. Кормовая база, сосны сейчас на иголку уже перейдут. Ну и самое безопасное место — ельник. Можно здесь затаиться, там, под елкой от снега, от дождя. Так что идем дальше, ребят. Может, встретимся еще с ним. Встал на просеку. По этой просеке примерно 4 километра буду идти. И после этого уже включу навигатор. Все, потом по навигатору. Здесь молодые сосновый лес, молодой сосновый лес. Дальше, конечно же, будет ельник. Ну и крупные сосны. Куда я иду? Болотистые места, где возможно встретить и глухарей, и косачей. Не близкий путь, но хочется сходить раз в год хоть.
Надо сходить посмотреть. Так что поехали. Со снегом лес по-своему красивый. Собака не знаю где. Ни позади, ни впереди следов нету. Не знаю, ребята. Давно уже опять не вижу его. О, глухарь. Что-то быстро или глухарька. Ты видишь, где собака, фиг знает. Где-то вот тут он сидел, метров 70 на он. Что-то похоже на кополуху. Быстро пролетел. Мельком увидел еще. В таких молодняках обычно кополуху тоже. Где собака, блин? Так можно прозевать все. Земли. О, еще. Это уже черный. Это глухарь был. Вот видишь? 2 штуки. А тот. Летят далеко, вообще далеко. Даже близко не приземляются. Но сейчас поздние осени они такие. Это когда только осень начинается, молодые они, любопытные, поднимаются на дерево, садятся. 2 штуки здесь было. И собаки нет, как назло. Ладно, идем дальше, ребят. Ничего не поделаешь, не наши птицы. Бездельник, вон он. Догоняю, сейчас схожу. Пусть не ухтит там. Поищет. Тула, шли. Следы посмотрим. Гонолен. Лок, а? Учуял. Вон тут они кормились. Уже лок. Корж. Вперед. Тулан почувствовал запах. Конечно, время я теряю вот этим всем. Они уже давно улетели. Пусть побегает, поищет. Ладно, идти надо. Хорошо, конечно, здесь. Но... Да, а, вот следы, ребят. Вот глухариные следы, вон. Да, в этом году ручей большой. Полный ручей. Ха-ха. Полный ручей тут. О, блядь. Ребят, перерассказываю одну историю здесь, что произошло. Короче, также я шел вот здесь. Шел, ну вот оттуда. И вдруг услышал звук крыльев. Так я замер. Смотрю, с той стороны, вот оттуда. Птица летит, глухарь. Летел. И сел на эту сосну, да, вот на эту. На самую верхушку. А за ней
айда еще. От айда эта птица взлетела. Я быстро взял ружье, так поднял, а этот смотрит, откуда прилетел. Ну, вниз не посмотрел. Я даже оптический прицел не стал открывать. С открытого прицела. И бах, с мелкашкой. Вот сюда он упал. И собака пришла. Вот это удачно было. Вот, ну просто вот когда везение есть, когда вот на охоте должно повезти, там птица сам по себе вот на тебя летит. И вот тогда вот прилетел. И я далеко тогда ходил с ночевкой. 15 километров отсюда. В одну сторону. И птицу я оставлял. Под каким-то елкой, не помню вот только. Под этой елкой, наверное, вот сюда, наверное, я оставлял. Палки, к сожалению, нету. Я рогатину так ставил, вот здесь оставлял. Вот тут. На длинный шест у меня топор с собой был. Потому что я шел в избу с ночевкой, не знаешь, в этой избе есть, нет там дрова. Поэтому с собой топор брал. Да. Хорошая охота тогда была. Здесь одно добыл. Потом поднимался, тоже видел птиц, но что-то не удавалось добыть. На обратном пути еще одного, нет, еще двух глухарей. Одного стрелял далеко, блядь, в рюкзаке еще тащил я. Одного дотащил до сюда, а потом две птицы уже в рюкзаке. У меня были два глухаря. И еще оставалось, наверное, где-то от силы 1,5 километра. Я еще третьего глухаря добыл. Ну нафиг, тяжело 3 глухаря, конечно, тащить. Хорошо, что на близких расстояниях удалось мне добыть. А вот это старые ловушки. Смотрите, это на рябчика. Вот. Уже все сгнило. Хозяина уже давно нету, он уже умер. Здесь никто уже не ходит. Это просека. Я иду по просеке. Тропинка старая. Давно уже эти места забросили охотники. Братья есть, но почему-то тоже до сюда не ходят. С северной стороны тоже изба, там тоже уже перестали ходить. Ну, знаешь, если прикинуть, коробку курицы дешевле купить 20 килограмм. Дешевле выходит, чем вот так ходить, добывать, искать. А тем более, если ловушками заниматься, это очень большой труд. Это много времени занимает на изготовление этих ловушек. Да и на все. А птиц, как мы видим, не так много. Так, второе воспоминание, ребят. Ну, здесь пока дичи нету. Поговорю. У меня уже тулан был на охоте. Первые года ходили. Видите, какое место здесь? Опасное, страшное место. Потому что вообще 2 метра ты никого не видишь. Что там может там появиться из-за этих деревьев. Чуть-чуть тоже получается, да, вот в том углу тоже мы шли. Айда, как всегда, у меня под ногами была. А тулан уже вот, ну, как бы с первых лет он никого не лаял, но он далеко ходил. И вот айда вот прям под ногами крутится еще. Но он почувствовал, она почувствовала что-то, какого-то зверя. И я думаю, тут был медведь. Может даже где-то здесь берлога. Может быть, очень даже. Потому что, знаете, почему я так говорю? Вокруг вот этот мох, все изворошено было. И, как знаете, как для строительства избы, дома,
Вот вы мох собираете, берете, и там вот участки получается, ну, без мха. Вот так же. Все, мох натаскано куда-то. И я как думаю, это медведь, когда строит берлогу, он этот мох собирает в берлогу, во-первых, и во-вторых, наверное, как-то себе еще закрывает вход в берлогу. Могу ошибаться, но факт, что было, я рассказываю. Я не медвежатник, чтобы точно, как сказать, дать информацию про охоту медведя и где он может там берлогу построить, не знаю, выкопать. Но вот факт, что ну вот так вот мох, вот, если вот так вот собираете вот мох, вот это все, участки такие большие участки, все без мха. Здесь ягодь, а там мох был. Ну как бы сырое место там. Ну примерно так. Просека не чищена. Не все квартала чистят. Как-то определенно по годам. Какой-то год где-то в одном месте чистят. Через несколько лет даже совсем на другом месте, где-нибудь на другой реке или еще. Вот такие дела. Ну, вот ловушка на рябчика. Попадаются и капканы. Уже десятилетиями тоже без хозяина. Гниют, падают. Я не раз об этом снимал, рассказывал, показывал. Для новых подписчиков это интересно. Даже то, что, скажем, я перерассказываю. А для старых это тоже нормально вспомнить мои рассказы. Вот так. Видите как. Сейчас в середине дня, ребят, все это с деревья будет просто ручьем идти. Будет задница, жопа. Фу. Вот так приходится обходить. Но этот участок самый противный тоже тут. Все закончится. Начнется ельник. Все надеешься, что там лучше, здесь хорошо. А так пройдешь вот этот плохой участок, начнется хороший. И этот хороший быстро заканчивается почему-то. И снова какое-то вот сырое место, вон там тоже начинается. Снова мне придется вот это все переходить по нескольку раз. Но зато интересно, мне это нравится. Пока нравится, хожу. Надоест, перестану. Вот так. Вот это хозяйство я вам тоже показывал. Находил я лопату, проволоки. Все я сюда повесил. Ну вот, у этого охотника братья не приходят. Вот еще старый капкан здесь висит. Вон, первый номер. Вон, на куницу. Тут береста, домик такой из бересты был. Не знаю, сколько он еще будет здесь висеть. Самое главное, повесил. На видном месте висит. Вот. Снежок такой, сырой идет. Хорошо, когда сухой снег, понимаете? И сухой снег, заморозки, солнце. Тогда интереснее. Как-то по-своему интересно, веселее. Птицы даже тогда поют. Синицы. А сейчас только капает. Где-то ручей идет. А, вон. Сколько лет я здесь охочусь. От ручей. Мимо ручья тут просека. Просека идет. А ручей, оказывается, здесь. Я зимой здесь проходил тоже на лыжах. Это белку лает.
Я уже по голосу знаю она. Это белку лает, ребят. Птица непрерывно лает. А этот с остановками. Да. На эти деревья лает. Опять чувствует, но не видит, не знает, на каком дереве сидит. Глухаря ищи. Ладно. Если куница, в принципе, можно добыть. Сейчас уже время, как бы, 19 число. В прошлом году 15 добывал. Но там белка, наверное. Здесь для бурана переход отмечал. На снегоходах тоже тут не раз переезжал зимой. Летом, осенью сейчас, конечно. А вот попробую здесь. Ой-ой-ой, глубоко в этом году. Вообще. Вроде нормально. Уф. Прям черный ручей. В этом году очень большие ручьи. Много воды сейчас идет. Хорошо, что перешел. Ну все, сейчас уже я отойду от просеки и уже буду наугад идти или же по навигатору. Где как. Так что эту просеку я еще пересеку сегодня. Там дальше болото очень большое. На обратном пути, может, даже вдоль этого болота еще пройдусь. Так, а сейчас, короче говоря, буду идти уже куда мне надо, одним словом. Эта лафа быстро закончится, там на силы полкилометра и все. Там, короче, капец. Так, а я пойду наискосок. Примерно от силы 2 километра и будет изба. К избушке схожу, там чай попью. Смотрите, ребят, зачес. Вон второй, третий. И еще немножко видно, была тропинка. Есть она, в принципе. Осталось до избы 400 метров, грубо говоря. Хорошо, что я нашел тропинку охотников. Охотничья тропа тут настоящая. С зачесом. Я уже не буду блуждать. Очень много, конечно, терялся. Блин, без солнца ориентира нету. Сперва начинал без навигатора идти, потом, да, я думаю, включусь. Короче, сейчас дойду до избы, там уже буду рассказывать, что и как. Вот зачес старый. Средняя просека где-то попадалась вроде и потерялась. Долго шел наугад. Здесь, смотрю, ельник, но изба находится у ручья в сосновом бору. Так что, 400 метров еще. Ладно, иду. Если что, навигатор у меня включен. Жестко тает, капает все. Как будто под ливневым дождем иду.
Появилась поленница. Этим дровам уже очень много лет. Прям, ну, она лет 30. Очень давно уже эта поленница. Здесь, знаете, прям несколько штук их было. Вон там еще поленница. Вижу. Ну и где-то уже недалеко изба должна быть. Наконец-то дошли. От моей избы до сюда, ну, по навигатору 7 километров напрямик, если напрямик. А зигзагами, ну, больше 8, наверное, я прошел уже сегодня. Мне еще обратно надо идти. И хочу еще, ну, подальше сходить. Сразу напрямик я обратно не пойду. Я другим путем пойду. Вон изба, родимая. Вы знаете, вот, ну, просто мне нравится сюда ходить. Просто, знаете, я даже скажу, это любимая моя изба. Во многих избах я был, но здесь не раз ночевал и просто нравится. Зимой и осенью сюда, бывает, прихожу. Амбар стоит, пока не свалился, наверное. Вроде как все нормально.